Здравствуйте, в студии Николай Борисов и обзор чрезвычайных происшествий. В Якутске вынесен приговор по уголовному делу об убийстве и его организации. Убитый выполнял общественный долг. Вердикт вынесли присяжные заседатели. Потерпевший сообщил о том в полицию, что организатор убийства занимается бутлегерством. Последнему это не понравилось, и, решив отомстить, он выехал в Нерюнгри, где предложил своему другу совершить убийство. Мужчины выехали в город Якутск. Предварительно до этого исполнитель приискал пистолет с глушителем и патроны к нему. Приехав в город Якутск, организатор и исполнитель производили скрытное наблюдение за потерпевшим, ожидая, когда он закончит работать. Проследили его до частного дома, где он проживал, после чего исполнитель проследовал за потерпевшим в гараж, не менее 8 раз выстрелил в него из пистолета с глушителем. В результате полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия. В это время организатор ожидал исполнителя убийства в машине, и по завершению они незамедлительно скрылись из города Якутска, выехав в город Нерюнгри, где по пути выбросили разобранный на части пистолет. По результатам рассмотрения уголовного дела Верховный суд Республики Саха-Якутия с учетом мнения государственного обвинителя на основании вердикта присяжных заседателей приговорил организатора убийства к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, исполнителя убийства к 17 годам лишения свободы со штрафом, также с отбыванием наказания в колонии строгого режима. В туалете якутского аэропорта нашли золото. В рамках совместных действий сотрудников аэропорта Якутск и транспортной полиции пресечена попытка незаконного вывоза драгоценного металла, а именно золота. На данный момент возбуждено уголовное дело, проводятся следственно-оперативные мероприятия, говорится в пресс-службе аэропорта. В столице республики ограбили аптеку. В полицию обратился продавец одной из аптек. Она сообщила, что в пункт пришел мужчина, купил таблетки. После этого, воспользовавшись моментом, что за ним никто не наблюдает, взял с витрины пену для бритья, гематоген и витамины. После этого стремительно двинулся к выходу. Работникам аптеки что-то показалось подозрительным. Они крикнули «Стой!». Грабитель перешел на бег и скрылся. Был задержан 53-летний подозреваемый. Гематогены и витаминки грозят ему еще одним сроком по статье «Грабеж». К российским новостям. У соседей по Дальнему Востоку в Иркутске задержали 6 местных жителей, которые подозреваются в ряде преступлений, в том числе 2 убийствах. Находим! Руки за голову. Род ваших занятий? Ломбард. Генеральный директор. Подозреваемый по похищению, мошенничеству. Задержан за подозрение в вымогательстве и краже человека. Могу пояснить, что клевета. В момент задержания где находились? У мамы дома. По версии следствия, в ноябре прошлого года задержанные похитили мужчину с целью вымогательства у него недвижимости, удерживали его несколько дней в помещении ломбарда. После того, как мужчине удалось скрыться от преступников, он сообщил об этом сотрудникам правоохранительных органов. В кратчайшие сроки все обвиняемые были задержаны. В ходе расследования уголовного дела следователи Следственного комитета установили причастность 4 из задержанных к еще одному преступлению. Это двойное убийство, которое произошло в июне месяце 2018 года. На допросе они пояснили следователям Следственного комитета, что на почве личных неприязненных отношений они вывезли своих знакомых за город, где совершили их убийство, после чего закопали тела вблизи мельничного тракта города Иркутска. И международные происшествия. На улице перуанской столицы Лимы рухнул самолет. Жертв и масштабных разрушений удалось избежать. Пострадали 2 человека. Рассказывает Никита Конев. Легкомоторный самолет рухнул на улицу Лимы. Двухместный борт упал прямо посреди домов, на глазах перепуганных прохожих. Он приземлился прямо на припаркованные на обочине машины. К счастью, жертв и серьезных разрушений удалось избежать.
пострадали лишь летчики. Судя по всему, экипаж был вынужден совершить экстренную посадку. В итоге повреждены 2 машины и мотоцикл, а крылом самолет задел линии электропередачи. К счастью, пилоты были опытными летчиками, смогли сманеврировать, и серьезных последствий удалось избежать. По данным медиков, оба пилота отделались легкими ранениями. На этом пока все. Берегите себя.